Всем доброго утра, хорошего начала еще одного рабочего дня. С вами Павел Таню. И Вероника Тамтосова. Ну, а докажите, что не мы. Потому что вот мы перед вами и, как всегда, готовы встретить очередной наступивший день, чтобы... А зачем мы, для чего встречаем его вместе с вами? Чтобы сам день прошел с улыбкой на лице и все получилось. Это значит такое, докажите, что это не ИИ. Да-да-да. Да, это не ИИ, там, как Пальцев всегда. 5, не 6, значит, уже хороший признак. Ну, ноги тоже не 3. Ноги тоже не 3, да. Ну, а на самом деле самая достоверная информация сейчас, которая важна для каждого, погода у нас меняется вот по-настоящему, по настроению, да? То холодно, то жарко. Причем в диапазоне 1-2 часов могут кардинально разные картины быть. И давайте посмотрим, во всяком случае, что вот прямо сейчас вот за окном происходит. В центральных районах сегодня 43-44 ниже 0, в заречной группе 40-44 градуса холода, в южных минус 27, минус 34, в Вилюйской группе 22-35 градусов мороза, в Нижнеленских минус 38, минус 41, в западных 15-26 ниже 0. В Колыма-Индигирской группе Улусов 35-50 градусов мороза, в Янских минус 45, минус 51 градус. На северо-западе сегодня 28-45 ниже 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 40 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветра сегодня нет, штиль. Сегодня днем без осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Будьте внимательны. Но температура днем минус 29, минус 31 градус. Мне кажется, вот в такие моменты особенно ощущаешь, что раз и стало холодно. Да. А Потому что потом, такое, всё. потом через пару часов, судя по прогнозу, раз и опять тепло. Ну, будем надеяться, что новости более стабильные, чем наша погода. Наша погода. Давайте о них узнаем скорее из уст наших коллег из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В школьную программу включают новый предмет обучения служением. Программа из разряда внеурочных занятий переходит в часть школьного предмета «Индивидуальный проект» для 10-11 классов. Школьники будут заниматься социальными задачами от НКО, государственных структур и бизнеса. Программа была запущена еще в 2024 году. Школьники занимаются социальными проектами, например, обучают пожилых цифровой грамотности или создают биографические материалы об участниках специальной военной операции. За работу школьники получают до 25 волонтерских часов, которые затем конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ от 1 до 10 в зависимости от вуза. В Якутской кадетской школе-интернате проходит ежегодный патриотический фестиваль «Армейский городок», объединивший юноармейцев и кадетов. Проект стал важной площадкой для воспитания молодежи в духе уважения к истории и служения Отечеству. В мероприятии приняли участие более 200 юноармейцев и кадетов. Участники фестиваля посетили тематические мастер-классы и масштабную выставку, где представители более 10 силовых ведомств и общественных организаций познакомили ребят с особенностями службы и современным вооружением. Для того, чтобы проверить сейчас свой уровень, ребята собираются впервые вот на такой конкурс, который проводится под эгидой Министерства образования и науки на Кубок Министра. Ребята будут показывать одиночную строевую подготовку в составе подразделения. То есть это будет строевая подготовка на месте и в движении. Кроме того, подготовка с оружием будет демонстрироваться. Причем сегодня у нас присутствуют еще республиканские школы, такие как республиканская школа для детей, для неслышащих детей, которые будут выступать в специальной номинации. Тоже, думаю, это впервые такое событие будет проходить. Большим спросом среди участников СВО из Якутии пользуются местные караси. Они особенно богаты кальцием и полезны для восстановления организма после ранения. Студенты технологии управления агроуниверситета сначала чистят чешую, затем расфасовывают по пакетам и замораживают. Заготовку местной продукции для бойцов поддерживают жители из разных уголков республики. На этот раз караси доставили из Кобяйского улуса. С начала СВО студенты и преподаватели агровуза отправили бойцам более 5 тонн различных якутских деликатесов и сытных полуфабрикатов. Караси мы получили от Кобяйского улуса. Там было 2 больших мешка. Мы будем почистить рыбу, перерабатывать и будем упаковать на субпродукты, на суповые наборы. Так что это будет качественно и очень питательно к нашим раненым бойцам будет. Наши ребята, они выполняют работу с большим усердием, ответственностью и любовью каждого студента.
В ДК Кулаковского презентовали новые учебно-методические пособия по эвенкийскому языку в рамках декады родных языков республики. Это уникальные издания, которые открывают новую серию «Книга для эвенкийских школ». Авторами выступили учителя практики из Енгры и ученые-лингвисты из Якутска, Петербурга и Благовещенска. Издания выпущены новосибирским издательством «Наука». В серию вошли учебник по грамматике, азбука, словарь ребусов и словарь. Издания предназначены для школ, изучающих эвенкийский язык, и их главной миссией является сохранение и развитие языка среди подрастающего поколения. Учебно-методические пособия, которые сегодня презентуем, они были выпущены в рамках государственной целевой программы сохранения государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия. Учебно-методические пособия идут как в помощь учителю для преподавания эвенкийского языка. Совершенно уникальное издание, где рисунки прорисованы чисто в национальном стиле, куда включены и быт, культура, одежда эвенков. Лучшие масс-рестлеры страны проходят отбор для участия в чемпионате России, который состоится в марте в городе Нерюнгри. На чемпионат приедут более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Проведение соревнований в Нерюнгри глава Якутии назвал закономерным признанием вклада всей республики в развитие и популяризацию национальных видов спорта. Он отметил, что инфраструктура, которая создается в городе, позволяет проводить мероприятия международного, всероссийского и республиканского уровней. Спасибо нашим коллегам. Мы продолжаем. И сейчас немножко про зимнюю такую историю поговорим, очень зимнюю. Если думаете, что вы видели все катки, у нас для вас сюрприз. Блогер Андрей Гаврилов, известный как Байкалыч, нашел ледовую площадку, рядом с которой любой стадион покажется просто лужей. Посмотрите на эти кадры. Наш соотечественник прокатился с ветерком, но не на машине, а на коньках. 3 февраля в Монголии они и его команда устроили настоящий дрифт на озере Хупсугул. Только представьте, скользишь по идеально гладкому льду, удерживаясь за трос автомобиля. Красота! А 5 февраля Байкалыч уже вышел на лед сибирского Байкала у деревни Курмы в Иркутской области. И это, друзья, зрелище невероятное. Байкал настолько прозрачен, что дно видно на глубине до 40 метров. Все дело в том, что вода в нем почти дистиллированная, солей почти нет. Кстати, монгольский Хубзулук, его младший брат, вода там такая же чистая, что ее можно пить прямо из озера. Настоящее чудо природы, которое дарит нам возможность таких необычных прогулок. Ну, очень красивые кадры. Прям загоришься Да. желанием прокатиться. Потом думаешь, вот выйти хотя бы по-нашему. Но Там как-то еще, морозно. там же и климат другой, и как бы зима сама чуть потеплее, и мне кажется, это простор, ну, это что-то невероятное, которое кадрами все-таки не передать. Нужно быть там и прочувствовать. В общем, заражаемся энергией и отправляемся куда-нибудь в путешествие, ну, хотя бы до ближайшего нашего озера. Да. Ну, а если чувствуется зимняя свежесть еще повсеместно, хочется скользить по льду, но календарь и опытные садоводы твердят, внутри нас уже проснулась весна. Да, и пока мы наматываем круги на катке, самое время намотать на ус пару правил о том, как подготовить семена к сезону. Меняем ледовую арену на грядки, временно, конечно, поэтому дальше о тонкостях посевной расскажем в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, уважаемые зрители. Дело уже идет к весне, середина февраля, не за горами весна, начало горячей страды огородников и садоводов. Да? Скоро посевная пора. Сегодня я расскажу, как проращивать семена рябина кизильника позднякова. Это растение, семена которого прорастают с большим трудом. Вот семена рябина кизильника позднякова. Как видите, крупное семя, да, и оболочка очень прочная. Поэтому семена очень плохо прорастают. В лучшем случае 5%, на второй год 15%. Да? Долго лежат, поэтому надо применять такой прием, как холодовая стратификация. Ее делаю я двумя методами: в морозильнике и в естественных условиях на улице под снегом. Сегодня я продемонстрирую, как
закладывать вот эти семена в морозильник. Я их предварительно замочил вчера вечером. Не обильно, но достаточно, чтобы они напитались влагой. Аккуратно их выкладываю на бумагу в несколько слоев. Вот. Закрываю другой. Бумага 5-6 слоев. И нижняя, и верхняя. Закрываю. Все это дело прижимаю хорошенько, чтобы семена не сгруппировались слишком. И закручиваю в рулон. Помещаю все это дело в такой пакетик с замком. Поместил, закрыл не полностью, чтобы проникал воздух. Вот обычный холодильник, морозильная камера при нем. Тут у меня продукты лежат, ничего страшного. И ложу. Температура где-то в морозильнике в пределах -5, -10, то, что надо. И эти семена, вот середины февраля, да, март, апрель, май, 3,5 месяца будут находиться в морозильнике. Что, конечно, покажется вам некоторым очень продолжительным периодом, но есть специальная литература по проращиванию семян всех растений, и диких, и культурных. Там как раз вот рябина и рябинокизильник должны находиться на холоде от 3 месяцев до 7 месяцев. В общем, дорогие садоводы, начинайте подготовку. А вот есть люди, чья профессия обязывает приступить к борьбе со льдом и, несмотря на температуру, начать подготовку к летнему сезону прямо сейчас. И она насчитывает во всем мире всего лишь около 100 специалистов. Собственно, люди стоят на льду при температуре от -40 до -50 градусов по 8-12 часов в день и вручную разбивают лед ломами и кувалдами. Это называется выморозчик судов. -50. Пар от дыхания замерзает на лету. Как починить корабль, если вокруг бескрайняя замерзшая река, а до ближайшего дока 1000 километров? В Якутии знают ответ. Именно здесь с ноября по март месяц люди вручную кайлом и бензопилой создают ледяные тоннели к винтам и рулям. Этот процесс называется выморозка. Это уникальная технология, которой владеют около 100 человек в мире. Это делается, во-первых, для ремонта. Сейчас нужно будет ставить рули, насадки, ставить валы. То бишь летом этим заниматься будет некогда. И это нужно док, это нужно судно поднимать, судно большое. Проще это все сделать зимой. Постоянно. Здесь все это время ты шевелишься и очень жарко становится. То есть вам комфортнее -50? Да. Ну, плюс-минус, все зависит от морозов. В принципе, на это судно у нас уходит где-то месяц-полтора буквально. Главное, чтобы стояли морозы и промерзал лед хорошо. Для этого нам вентиляторы ставим. Дует холодом, намерзает лед. Слушайте, есть известная фраза «ломать не строить». Вот сейчас немножко себя ощущаю таким, знаете, варваром. Вот. Ну, для меня, потому что вот такая бы ледовая пещера, это было бы что-то интересное в каком-нибудь парке отдыха, а я беру и вот так вот ударяю, все это рушится, такой грохот стоит. Ну, в этом, наверное, такой антистресс. Значит, дома, наверное, эти парни спокойные, хорошие, добрейшие души люди, потому что здесь они все свои эмоции вот так вот выплескивают наружу.
Можно добавить, что выморозчик – это не просто рабочий. Это человек, который действительно умеет обращаться с самой природой, использовать ее как свой инструмент. Кроме того, в условиях экстремальных температур работа требует физической выносливости, точности и постоянного мониторинга окружающей среды. Любая ошибка может привести к разрушению льда или повреждению объекта. Да, вообще это есть сверло, засверливаешься, смотришь, сколько промерзло льда. Но, опять же, есть воздушные пузыри, если его пробить, может хлынуть вода. И что тогда делать? Вата, чопики. А, да, есть? Пошли, пойдемте посмотрим. А то есть убегать не надо? Нет, нужно пытаться спасти. А, да вы что? Потому что если она утонет, это будет очень плохо. Ну, вот такой маленький наборчик мы с собой берем. Здесь у нас вата. Обязательно. Вы просто вот должны максимально быстро законопатить эту дырочку? Да, да. Выморозке подлежат разные суда – танкеры, сухогрузы, баржи, краны и другие. На подготовительном этапе выморозчики сначала очищают лед от снега. После проводят замеры льда. Затем потихоньку выпиливают его слой за слоем, кубик за кубиком, заходя под корпус судна. В конечном итоге выморозчики должны освободить винты, рули и насадки. Обратите внимание на эту масштабность. Сейчас чувствую себя немного, как будто я в космосе. Потому что, когда бы я могла представить себя под судном и побывать вот в таком месте. Вот именно здесь, я так понимаю, и будут проводиться ремонтные работы. Я, правда, не знаю, что это, но в целом масштабность зашкаливает. Я уже как опытный специалист. Фух, что ты хочешь снять? У меня все чакры открылись, сопли, все пошло. Ой, ты видел, как я работала пилой? Чтобы вам жизнь сказка не казалась. Вот это настоящее. Посмотри, как их тут много. Ну, потрясающе, столько судов и всего 100 специалистов, но Дарья, это просто выше всяких похвал. Я бы не рискнула вообще бензопилой что-то Первый делать. специалист. Да, если она решит сменить профессию, как вариант. Ну, вообще, удивительная профессия, не каждому под силу столько времени работать на морозе. Да, физическая нагрузка большая. Ну, вообще, порой даже до работы мы пробежаться с утра для нас подвиг, да, в очень низкие температуры. Но чем ближе весна, тем больше поводов вспомнить о пеших прогулках и посмотреть, как преобразился город за зимние месяцы. Да, туман рассеивается, и можно увидеть, что где-то выросли новые высотки, где-то появились наконец-то тротуары и даже парки. Говорят, у каждого города есть свой характер, но из чего он складывается? Конечно, из людей и из улиц. Мы часто спешим по ним на работу, в магазин, по делам, не замечая, что каждый метр асфальта под нашими ногами хранит чью-то историю. А вот если остановиться и прислушаться... Ну, давайте узнаем одну из этих историй прямо сейчас. Здравствуйте! В каждом городе есть улицы легенды. Улицы, которые помнят купеческие обозы, революционные события и простую жизнь горожан. В Якутске одна из таких улиц названа в честь первопроходца, чья судьба неразрывно связана с историей всего северо-востока России. Это улица Дежнева. Ее протяженность около 1,5 километров. Изначально это была Иркутская улица, важнейшая транспортная артерия старого города. Она была частью большой улицы, позже центром заложенной части, где кипела купеческая жизнь. Стояли добротные деревянные дома. Это была широкая, обустроенная улица, связывавшая Якутск с Иркутским трактом. Даже после революционных переименований в 20-х годах старое название Иркутская в народной памяти сохранялось долго. Все изменилось в 1948 году. Постановлением Совета народных комиссаров Якутской АССР улицу Иркутскую переименовали в улицу имени Семена Ивановича Дежнева. Это был не просто жест, а акт глубокого исторического признания. Улица, служившая когда-то воротами в Россию, носит имя того, чьи подвиги символизировали хождение Якутии в состав великого государства.
Кем же был этот человек? Семен Дежнев – крестьянский сын, казак, землепроходец. Его жизнь – гимн мужеству и упорству. В середине 17 века он служил в Якутском остроге, собирал ясак, исследовал суровые земли Якутии и даже побывал на полюсе холода в Аймеконе. Но главный подвиг ждал его впереди. Летом 1648 года экспедиция под началом Федота Алексеева Попова и Семена Дежнева на небольших деревянных кочах вышла в Ледовитый океан. Это плавание стало одной из самых героических страниц в истории географических открытий. Штормы разметали корабли, но коч Дежнева с 25 спутниками прошел проливом между Азией и Америкой, тем самым, который позже назовут Беринговым. Дежнев стал первым мореплавателем, совершившим это, открыв крайнюю восточную точку Евразии, нынешний мыс Дежнева. На здании ЯИП по улице Дежнева, номер 16, висит неприметная доска, свидетель того примечательного события. Слава пришла к Дежневу лишь спустя десятилетия после его смерти. Его отчеты пролежали в архиве почти 80 лет. Он умер в Москве в 1673 году, так и не получив при жизни должного признания. Но история все расставила по местам. Его именем названы мысы, острова, ледники и, конечно, улицы в разных городах России. Так, бывшая купеческая Иркутская улица в Якутске стала улицей Дежнева. Памятник отважному землепроходцу и его якутской жене Абакаяде теперь его главная достопримечательность. Улица Дежнева – это не просто дорога в городе, это мост, соединяющий эпохи. От первых смельчаков-первопроходцев, чьи имена навсегда вписаны в историю России и Якутии, до наших дней. Это улица Память, улица Легенда. Над передачей работала киностудия ЕГЛ. Здорово, когда дети, да и взрослые тоже знают историю улицы, на которой живут, но и в целом других улиц своего города. Да, ведь порой мы даже не то, что историю улицы не знаем, даже и не общаемся со своими соседями по дому. Кстати, о соседях. Ты знаешь, что теперь в госуслугах дома можно вступить в чат вашего дома. То есть официальный чат дома, больше не нужно искать информацию и общаться с соседями в разных мессенджерах. Все важное о вашем доме, самое важное и интересное можно теперь в одном чате увидеть в Максе. Угу. А как в этот чат, собственно, попасть? Ну, все на самом деле просто. Заходите в госуслуги дом, и там можно нажать кнопку «Присоединиться к чату». И попадаете в официальный чат, ну, если, конечно, у вас установлен мессенджер Макс. Ну, вот брать на заметку, если вдруг знаете, что где-то соседи мимо вас общаются, возможно, именно... Ну, или вы переехали, например. Или вы переехали, да, новых новый соседей. дом, где искать председателя, особенно если дом там 18 подъездный. Да. Ну, а в целом, конечно, вот общение с соседями — это такой важный момент. Если вот копнуть, допустим, на 20, на 30 лет назад и вот представить соседство людей, всегда всех соседей знаешь, всегда был какой-то человек, даже обычно какой-нибудь взрослый, условно назовем его дядя Коля, который все знал мудрости жизни и советом мог помочь и так далее и тому подобное. И вот если кто-то вдруг был лишен такого знакомства в своей жизни, да, человек, который мог бы стать наставником для тебя в какой-то степени, в том или ином аспекте, то ему, конечно, хотелось бы такого друга иметь. Кто подскажет, поддержит, станет примером. Был ли такой человек в вашей жизни? Ну, может быть, был. Если был, то хорошо. А может быть, вы сами готовы сейчас стать вот таким человеком для кого-то, наставить, может быть, на путь истины, да, или в нужный момент советом помочь и так далее. Ну, теперь есть такая официальная возможность. В Якутии стартовал всероссийский проект «Значимый взрослый». Его цель — соединить подростков, оказавшихся в трудной ситуации, с наставниками взрослыми, которые станут для них опорой и примером. О том, кто может стать наставником и как это изменит жизнь якутских подростков, расскажет Самат Шамуратов, руководитель проектов отделения движения первых. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот проект называется «Значимый взрослый». Да, как-то вот даже, наверное, сразу и не поймешь. Мы говорим про взрослого человека, да, в двух словах, что это за роль значимого взрослого? Это как старший брат, да, или, может быть, опять же, наставник, друг, учитель, какой-то ориентир в жизни и так далее. И почему такая поддержка, она, наверное, нужна даже не только детям, она нужна и порой взрослым?
Вы абсолютно правы касаемо самого названия. Название не случайно. Да, и то, что вы упомянули об истории 20-30-летней давности, на самом деле это очень хорошая история была. И была живым примером. Даже если мы вспомним самих себя в подростковом возрасте, когда нам очень важно было кому-то обратиться, не к родителям, да, а к какому-то для себя важному человеку, которому мог подсказать, помочь, подсобить. Да. Вот как раз-таки этот проект и предназначен для того, чтобы соединить тех людей, которые готовы оказать помощь, с теми, кто в этой помощи нуждается. Мгм. Ну, а кто может стать этим значимым взрослым? Есть ли какие-то критерии возрастные, по специальности, может быть? Как таковых прям жестких критериев нет. Стать значимым взрослым может любой совершеннолетний гражданин. Это может быть и студенты, это может быть и предприниматели, это может быть те же самые близкие родственники. Да? Самое главное, чтобы они занимали активную жизненную позицию, имели свободное время быть рядом, и было желание всегда помогать и проводить определенное время с этим подростком. Ну вот, допустим, сейчас нас слушают зрители, кто-то такой, ну, мне есть чем поделиться, у меня есть силы поддерживать кого-то и так далее. Хочет помочь, но с чего начать не знает. То есть какой путь ждет человек, который захочет стать вот этим значимым взрослым? Здесь у нас происходит интеграция наших платформ движения первых и совместно с Ассоциацией волонтерских центров через платформу Добро.рф. Создан сайт специальный, называется он значимыйнаставник.рф. Они заходят на этот сайт, ознакомятся с проектом, далее нажимают кнопку «Стать наставником», их перебрасывают на платформу обучающуюся, где они проходят онлайн-курс обучения, изучают основы психологии, как взаимодействовать, как общаться с ребенком, как отвечать на такие каверзные вопросы, к примеру, да, как не попасться в такие манипулятивные какие-то моменты. Вот. И после прохождения этого онлайн-курса он для себя принимает решение. Ага, готов ли я быть тем самым наставником, исходя из того, что я получил эти знания. Если он готов, соответственно, он проходит дальше, проходит онлайн-обучение, мы видим в нашей системе то, что человек откликнулся, он готов, мы с ним связываемся, приглашаем его к нам навстречу. И здесь такой интересный момент, наставник работает не один, а здесь работает целая команда, как куратор проекта, так и психолог проекта. То есть здесь идет ключевой момент сопровождения психологом проекта, чтобы он ему помогал, поддерживал его, помогал ему какими-то ответами, когда если будет вдруг подросток задавать какие-то каверзные вопросы, да, либо в каких-то сложных ситуациях, когда самому наставнику сложно дать совершенно правильные, либо нужные, подходящие слова, да, поддержки для того же самого подростка. Вот. В этом и весь ключевой момент заключается. После этого наш потенциальный наставник, который дальше готов идти, работать в этом направлении, мы собираем всех наших наставников, где они проходят прям очный тренинг, прям погружаются в определенные занятия, и после этого мы их, так скажем, готовим уже к выпуску. И после этого мы, так скажем, организовываем встречи с нашими наставляемыми, которым действительно нужна эта помощь и поддержка. Они знакомятся. А если наставник говорит, да, я готов с этим ребенком работать, и ребенок говорит, я готов с ним тоже работать, и вместе они взаимодействуют, участвуя в наших проектах, флагманских проектах движения первых. Это может быть разных направлений. Это туризм, это спорт, это военно-патриотическое направление, это творческое направление. То есть поле деятельности огромное, и инструмент для того, чтобы помочь наставнику взаимодействовать с таким ребенком, масса. Угу. Ну а что это дает самому наставнику, и как ему вот просто зарегистрироваться, просто пройти, и это будет достаточно? А как ребенку присоединиться? Вот как раз-таки с ребенком соединяем мы, да. А вот что дает это наставнику, ну, знаете, наверное, когда мы что-то отдаем, мы тоже что-то получаем. Когда мы видим какой-то положительный эффект, когда мы чему-то обучаем, мы тоже сами ищем какую-то информацию, сами обучаемся. То есть здесь идет рост не только самого наставляемого, но и наставника тоже одновременно. В целом, когда мы на что-то влияем в жизни, это уже неплохо, а влиять на человеческие жизни, это, наверное, в позитивном ключе, естественно. Это, наверное, главное благо, которое человек может
сделать. Поэтому, дорогие друзья, вот есть возможность этим благом заниматься и тем самым расти над собой. То есть, опять же, все от этого в один плюсе. клик, получается, вы меняете свою судьбу, потому что соединяете ее с ребенком, которому нужна помощь, и, возможно, измените в лучшую сторону, наверняка измените в лучшую сторону жизнь кого-то из детей. Желаем успехов вашему проекту. Приходите, рассказывайте о результатах. Спасибо. Вот. Ну, а мы продолжаем делиться самыми интересными и познавательными новостями. Вы знали, вот, например, что французские ученые сейчас ищут тех, кто готов проверить, на что способно человеческое тело в экстремальных условиях, причем за это еще и неплохо заплатят. Научный институт в Тулузе объявил набор добровольцев на 10-дневный эксперимент. Условия звучат просто: нужно просто лежать. Но есть нюанс: лежать придется с наклоном вниз головы, чтобы имитировать состояние невесомости. И это еще не все. Рацион участников сократят до 250 калорий в день. Это примерно стакан сока, бульон и ложка меда. Организм будет в стрессе, максимально приближенном к космическим условиям. За такое испытание смельчакам готовы заплатить 5000 евро. Это около 460 тысяч рублей. Требования строгие. Мужчины от 20 до 40 лет без хронических заболеваний. Ну, правда, почему такая дискриминация только мужчины? Ну, возможно, по каким-то Потому что французским космос- предпочтениям кажется, что мужчина, может, его не жалко, может быть, в конце концов. Ну, в общем, женщин... в Почему-то космос я сейчас начал склоняться к этой мысли, что... Женщин в космос не берут, да? Но если к экстремальным нагрузкам мы пока не готовы, но точно уверены, что пора приобрести пару полезных привычек и начать приходить к форме уже сейчас, к лету, то предлагаем сделать первый шаг, начать день с разминки. Всем доброе утро! Просыпаемся и начинаем заниматься активной йогой вместе с нами. Первое упражнение. Встаем на коврик или на пол. Поднимаем одну ножку вверх, вдох. С выдохом поднимаем ручки вверх и отводим ножку через сторону назад. Вытягиваемся ручками вперед. Вдох. И с выдохом подтягиваете правое колено к себе, а руки к ушам. Выдох. И вдох. И выдох. И то же самое сделаем на другую сторону. Следующее упражнение. Разворачиваем правую ножку, ставим шире ножки наши. Одна нога смотрит вперед, стопа разворачивается, а вторая в сторону. Это у нас вдох. С выдохом вы опускаетесь правой ручкой чуть ниже колена, либо на колено. И вытягиваете левую руку к потолку. Разворачиваете плечо назад и за макушкой вытягиваетесь и дышите. Вдох. С выдохом возвращаетесь по центру. И разворачиваете теперь левую ногу в сторону, а правая ножка смотрит прямо. За прямой спинкой и за макушкой наклоняемся к левой ноге, укладываем руку на колено или чуть ниже и поднимаем руку вверх. Вдох, дышим, выдох и вдох, возвращаемся по центру. Следующее упражнение. Подходим чуть ближе к краю коврика. Правая ножка остается, а левой ножкой активно отшагиваем назад. Таз подкручиваем вперед и руки поднимаем вверх. Вдох. С выдохом опускаем вниз и опускаем руки на пол. Меняем положение ног через планочку. Вдох. И с выдохом подшагиваете левой ножкой вперед. И из этого же положения поднимаете ручки вверх. Вдох. И таз подкручиваете вперед. Выдох. Отталкиваетесь ножкой таким образом, чтобы вытянуться позвоночником вверх. Вдох. И опускаете руки вниз. Подшагиваете ножкой. И последнее упражнение. Становимся в позу стола. Запястье под локтевым, локоть под плечевым суставом, колени под тазобедренным. И начинаем. Поднимаем одну ножку назад, вытягиваем, активно включаем ягодицы и бедра. И поднимаем противоположную ручку, вытягивая ее вперед. За макушку тоже вытягиваемся вперед. Вдох.
И с выдохом начинаем соединять. Правый локоть, левое колено, вдох, выдох. И вдох, выдох. И вдох. И выдох. Затем меняем стороны. Вытягиваем сначала левую руку и правую ножку. Вдох. За макушку вытягиваемся. Выдох. Соединяем локоть и колено. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. 3 раз достаточно на одну и на другую сторону. Размялись, нагуляли. Аппетит, вероятнее всего. А тут и время завтрака. И каким он должен быть в масленичную неделю? Конечно, вкусным, сытным и с блинами. Или можно даже оставить просто, каким он должен быть, с блинами. Все, Ну, да? как Ну, вариант. потому что масленичная неделя, и порой кажется, что кроме блинов, блюд в мире уже не существует в принципе. Хотя, как бы, а почему бы и нет? Раз в неделю, да? Да. Ой, неделя раз в год только такая бывает. А как вообще у тебя масленичная проходит неделя? Ты знаешь, ну, к сожалению, на работе, поэтому блины мне печь некогда, но я уже успела попробовать с сыром. Вот, я успела попробовать с вишней. Но самое вкусное, конечно, чем меня угостили, это были блины с грибами и с курицей. Прям, вот, знаешь, что-то новенькое, такое необычное, такое на русский манер, я бы сказала. С соусом каким-то? Да, вот все это завернуто, фаршировано грибы. В общем, достаточно сытно. Одного блинчика мне хватило, чтобы полноценно пообедать. Надо выяснить рецепт, попробовать тоже. Звучит вкусно, хотя я небольшой любитель грибов, но иногда в некоторых комбинациях это... Да, ну вот что-то новенькое Да. прям. Ну и, конечно, с нетерпением ждем, когда же меня кто-нибудь с икрой красной угостит. Ну, мне кажется, красная икра не предел мечтаний для блинов, а вот с черной икрой блины интересно. Ну это уже что-то вот на Да, вот да. помечтать нам. Да. А тем не менее, ну, вариаций множество, и каждый день мы про них говорим, про эти вариации, как блины приготовить, с чем, с какой начинкой подать, как есть, ну, вообще... В принципе, фантазия только от вас зависит. Как все придумаете, как у вас продукты сочетаются друг с другом, так и готовьте, угощайте. И в этом-то и суть. Да, Просто в этом на кушать самом блины. деле и цель, чтобы попробовать все, угостить других и обменяться рецептами, и повод для того, чтобы подойти к прощенному воскресенью уже в таком настрое дружественном, хорошем. Так, Ну, а прямо наевшимся. Да, и прямо сейчас, радостным. кстати, узнаем, может быть, что-нибудь новое, с чем едят в Мирном блины, мало ли какие там интересные рецепты. Да. На улице повышается градус тепла, и весна начинает потихоньку приходить в наш город. А значит, наступает время Масленицы. Узнаем у мирнцев, какая начинка самая вкусная и есть ли какой-то секретный рецепт. Какая начинка для блинов для вас самая вкусная? Мясная. Ветчина с сыром. Малина, клубника, сметана. Да, мне кажется, все вкусные. Блины с мясной. Любите сытные, да, блинчики? Да. Наверное, клубничное варенье. Или сгущенка. Ну, наверное, с мясом, с творогом. Ну, вообще, блины я люблю с творогом, как обычно, но люблю еще фаршированные печенью с рисом, с мясом сфаршированные. И, как всегда, только вот, конечно, самое лучшее – это творог с сахаром и с яичком. Кто, по-вашему, готовит лучше всех блины? Моя мама. В смысле? Я. Ну, мне кажется, каждый по-своему лучше делает. Да, такого нету, что прямо лучше всех. Любимая супруга с тещей. В деревнях бабушки лучше всех готовят блины. Самые вкусные блины – это бабушкины. Любую в деревне, куда ни приедет, бабушки там всегда самые вкусные блины. Ну, конечно, женщины. Может, кто-то у вас в семье? Ну, обычно я. Муж. Вы готовите блины? Да. Я тесто завожу, он печет. А какой тогда самый секретный у вас ингредиент в рецепте, чтобы сделать вкусные блины? Кефир, наверное. Я делаю на ряженке или кефире. И тогда получается самый вкусный блин. Они воздушные, такие вкусные вообще. Наверное, нет. Рецепт у всех один, но почему-то всегда он по-разному получается. Вот у меня так точно. Каждый раз по-разному. Нет, нету. Как всегда, классический. А его муж делает, я даже не знаю. Знаю, что на молоке, иногда на кефире. А полностью подробности не знаю, честно. Бабушкины помню вкусные, но рецепта не знаю. Значит, самые вкусные блины получается у мужа, да? Да, у Валеры. Секретных ингредиентов у мирницев нет, зато есть любимые начинки и любимые люди, которые сделают самые вкусные блинчики. Юлия Подкорытова, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край».
Ну, кстати, еще в тему интересной подачи, уже даже не начинок, а подачи блинов, на днях вот в социальных сетях наблюдал, наткнулся на такие, как раз посвящено все это было Масленичной неделе, это такие леопардовые блины. А, да, кстати, тоже видела. Ты видела, да? Там как-то берут, видимо, одно тесто обычное, другое либо с красителем, либо там какао добавляют, чтобы темненькое было. Сначала пятнышки расставляют по сковородке, потом подтеняют эти пятнышки и уже основное тесто заливают. Выглядит замечательно, но, как я понял, сделать на самом деле не так легко, как это выглядит. Знаешь, есть еще такой подача интересная. Я видела роллы в виде блинов, то есть прямо в виде, даже не ролла, а в виде кексы же бывают свернутые такие. Вот такого варианта сворачивают блины, делают их очень большими, и там тоже делают такую же прослойку. Получается такой мини-тортик из блина. Еще в общем, блинный торт бывает, в принципе, сам по себе. Да, блинный торт. В общем, вариантов очень много. И все не только они начинки, вкусные. как мы понимаем. И они все очень вкусные. Но главное, чтобы блина, потому что это что-то про дом, про уют, про родных людей, про радость детей обязательно, что их можно порадовать чем-нибудь и угостить. Ну и просто, что не только в Масленичную неделю, а просто, что когда ты печешь что-то такое теплое, хорошее, яркое, напоминающее солнышко, это поднимает настроение. Да, ну а вообще блины — это всегда тепло дома, как мы уже сказали, и вообще символ солнца, приближение весны. Кушаем больше блинов, весна быстрее придет. А в нашей постоянной рубрике сегодня узнаем, чем еще знаменательна сегодняшняя дата конкретно, 18 февраля. На календаре 18 февраля – День органов внутренних дел на транспорте в России. По народному календарю Агафья Коровница, голодуха, на Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота. Крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанные дегтем. Говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия. Например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сахой, в которую впрягали вдову. Считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть. Этот день в истории. В 1895 году в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена. В 1911 году впервые осуществлена доставка почты с самолетом. В 1930 году открыта планета Плутон. В 1942 году в Карибском море затонула подводная лодка «Сюркуф». В этот день родились Семен Тимошенко, советский военный деятель, маршал Советского Союза. Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании. Амазасп Бабаджанян, советский военачальник, главный маршал бронетанковых войск, герой Советского Союза. Матти Хенрик Ярвинен, финский легкоатлет, метатель копья, олимпийский чемпион. Оскар Фельдсман, советский российский композитор, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил. Ну, вот такой день всех именинников с именинами. А далее мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, которым, как всегда, не терпится нас ознакомить со свежей сводкой новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Центробанк установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций. Отмечается, что они будут обязаны применять антивирусные средства и реагировать на события, связанные с защитой информации. К примеру, не реже одного раза в 3 года они будут обязаны с учетом требований национального стандарта привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень такой защиты. Компании также должны будут оценивать свое программное обеспечение и мобильные приложения, в том числе предоставляемые клиентам, с точки зрения соответствия требованиям безопасности. Российские банки хотят обязать автоматически закрывать банковские счета и карты граждан, по которым в течение 2 лет не проводилось никаких операций, остаток на которых не превышает величины 2 МРОТ. Инициатива призвана защитить клиентов от неожиданных комиссий. Банки вправе менять тарифы и вводить новые платежи, но люди зачастую не отслеживают изменения по давно неиспользуемым продуктам и теряют доступ к банковским приложениям. Ранее Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий максимальное число банковских карт на человека до 20. В
последние годы растет число преступлений в сфере информационных технологий. Так, группа, возглавляемая первым заместителем прокурора Сергеем Губиным, в течение 2 дней работала в Вилюйском Улусе. Проверяли работу профилактики и работу органов внутренних дел. На 2-й день для руководителей предприятий провели профилактическую беседу на тему мошенничества. Далее делегация продолжит работу в Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском Улусах и представит отчет в городе Мирном. Цель нашей рабочей поездки – подведение итогов работы правоохранительных органов и прокуратуры района в 2005 году, выявление проблем и по итогам обсуждения выработанные решения, которые будут реализовываться в 2026 году. И вторая большая цель – посмотреть работу правоохранительных органов по профилактике и по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Поэтому проезжаем мы несколько районов, и в городе Мирном будет проведен большой обширный семинар, который как раз будет обсуждаться проблемы, выявленные в ходе этих рабочих поездок. «Один за всех и все за одного» – слоган, знакомый с детства, оживает в постановке на сцене Русского драмтеатра. Спектакль о похождениях Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса создается как приключенческая ироничная комедия, где будет занята вся труппа театра. В этой истории много интриг, любви, настоящей дружбы и, конечно же, превосходных боев на шпагах. Им, к слову, уделяется не меньше на сцене внимания, чем актерскому мастерству. Результаты репетиций зритель сможет оценить на премьерных спектаклях 27-28 февраля и 1 марта. Из-за обилия сцен, драк, фехтовальных элементов это все красивше, интереснее, круче. Вот. Ну, сложновато. Технически сложно, но со временем месяц мы работали, вот полный месяц. Мы каждый день с утра приходим, полчаса, иногда по часу, все сцены проходим, все бои там до миллиметра практически. Разбираем, что-то не то, что летит сразу, останавливаемся на месте, правим и идем дальше. Якутские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы среди юниоров, завоевав медали в Болгарии. В составе сборной России, выступающей под нейтральным флагом, проявили себя Аина Готовцева и Николай Яковлев. Аина принесла команде золотую медаль в дисциплине пневматический пистолет 10 метров трио, а Николай удостоен серебра и бронзы за стрельбу из винтовки. Перед важным стартом в Бургасе спортсмены прошли интенсивную подготовку на тренировочных сборах и внутреннем отборе в Москве. Следующей целью для стрелков станет первенство России, которое также является и отборочным этапом в национальную сборную. Самый главный старт у нас – попасть в сборную России на 27-й и на 28-й год. И в этом году цель стоит у нас юношеские Олимпийские игры. Вот там надо масштабно и серьезно надо подготовиться. Ну, настрой ребят, они сейчас уже, как сказать, в боевом строении, мотивация есть, родители очень помогают, тренера тоже. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Любим обсуждать последние новости. И вот сейчас переходим к одной из них, очень важной. Вот обсудим, что такое быть мамой. Это, пожалуй, самая ответственная круглосуточная работа в мире. Без выходных, без перерывов на обед и без права на слабость. А если к этой работе добавляются жизненные трудности, развод, потери стабильности или просто эмоциональное выгорание, то держать марку становится непросто. Да, именно для таких моментов в Якутске стартовал новый сезон благотворительного проекта «Мамочки в ресурсе». Это место, где женщинам помогают справиться с этой самой непростой работой быть мамой в трудных обстоятельствах. Подробнее об этом расскажет психолог Саида Даутова. Саид, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, что за проект, для кого создан? В принципе, мы вкратце сказали, хотелось бы подробностей. «Мамочки в ресурсе» — это не просто проект, это пространство, в котором мама начинает вспоминать о себе, о том, что она личность, что она не только дети, и у нее есть своя очень хорошая, большая, насыщенная жизнь. В жизни случается очень много сложностей, особенно у мам. И мы сталкиваемся с тем, что не все мамы умеют, любят или понимают, что
не умеют обращаться за помощью. И для этого и создан наш проект. Это прекрасная возможность, в которой мама рассказывает о своих сложностях, и ей оказывают поддержку. Поддержка разная, об этом чуть позже. Сам проект создан при поддержке благотворительного фонда «Синец Парк». Через этот проект прошли уже более 50 мам из города Якутска. Мы скоро стартуем уже 5-й сезон. На самом деле каждая история мамы, она уникальна. И мы часто любим сравнивать фотографии до-после проекта. Это колоссальная разница. Мамы к нам приходят в проект, и в день открытия они такие робкие, стеснительные, не понимают, кто они, где они. Вот. А к концу проекта это совершенно другие люди, личности. Это чувствуется и во взгляде, и во внешности, и в поведении. Они яркие, они уверенные в себе, они сильные и готовы идти вперед, так скажем. В общем, это проект, созданный мамами для мам. Ну, а кто может присоединиться к проекту и как подать заявку? То есть, ну, все всегда просто, но почему-то мы не всегда находим вовремя информацию. На самом деле мы в этот сезон решили посвятить мамам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Если раньше мы говорили о мамах, о многодетных мамах, о мамах детей с ОВЗ. В этот раз мы решили принять в проект мам, которые проходят через сложный жизненный путь. Это процесс развода, это уже случившийся развод, это различные семейные проблемы, насилие или просто невозможность решить какие-то психологические обстоятельства в жизни. Поэтому мы ждем категорию вот примерно таких мам. Подробную информацию можно прочитать в целом у нас на сайте. Заполнить заявку. Заявки принимаются до 23 февраля, и потом уже с мамами обязательно связываются и приглашают в проект. А какие специалисты работают? То есть понятно, что психологи точно совершенно есть. Кто-то еще помимо психологов в этом проекте задействован? Да, в проекте задействовано огромное количество различных специалистов, начиная с финансовых консультантов, которые помогают мамочкам начать вести свои финансы, начать процесс заработка даже с нуля. Здесь также в нашем проекте будут юристы, которые будут оказывать правовую помощь о том, как защитить себя, своих детей, куда идти и где можно также получить различные виды помощи. Ну и, повторюсь, это психологическая помощь. Это не просто личные индивидуальные консультации, это огромная групповая работа, тренинги, где мы раскрываем огромное количество тем, которые впоследствии помогают мамам в их уже жизни. Ну, а что делать, если мама хочет очень участвовать, но так сложилось, что не с кем оставить детей? Вот есть сервис под присмотром. Как он работает? Это наше главное, мне кажется, преимущество нашего проекта. Однозначно, в первую очередь, самая большая проблема для мамы – это не с кем оставить ребенка. Она может быть и рада участвовать в проекте, но нет такой возможности. И здесь нам очень сильно помогает сервис под присмотром. Это сервис по поиску нянь на протяжении всего проекта. Это 4 недели. Каждой участнице предоставляется няня, индивидуальная, которая находится с ребенком и оказывает свои услуги. Няни у нас проходят тщательный отбор. У всех, естественно, имеется документация нужная. И здесь прекрасная возможность у мамы чувствовать безопасность за своего ребенка и за себя. На самом деле, да, очень классно. Это очень важно, да. Это, по-моему, самая основная проблема всегда. Да, потому что мама все-таки, мы сколько раз говорим, мама, это работа 24/7, и всегда так будет, сколько бы ребенку не было лет. Тем не менее, да,
Что можете сказать женщинам, да, которые, может быть, сейчас нас смотрят, которые, да, в трудной жизненной ситуации, но сомневаются, вот, там, подать заявку, не подать в этот проект, или все-таки нет, я как-нибудь сама? Я хочу сказать, что, мамочки, вы должны понимать, что вы не одни. У вас есть мы, у вас есть огромное общество, сообщество людей, которые готовы помочь, которые хотят вам помочь. Мы ведем за ручку каждую участницу. Вам не должно быть страшно, что вы не справитесь. Мы работаем абсолютно с любыми эмоциями, любыми переживаниями. Мы очень хотим, чтобы вы пришли в наш проект. Мы очень хотим, чтобы вы почувствовали ту поддержку, чтобы вы понимали, что вы не одни с вашими сложностями. Это не страшно, это увлекательно, это весело. Саида, спасибо большое за то, что подробно рассказали про проект. Ну, а мы на этом тоже уже спешим попрощаться с нашими зрителями. И хотелось бы, наверное, подвести такую черту эфира. Редко мы это делаем. Обычно просто желаем хорошего дня, завтра увидимся и так далее. Сегодня как-то так сложилось все, что мы, вот все гости, которые были сегодня на студии, мы говорим про поддержку, про помощь, про взаимовыручку какую-то людей. Поэтому сегодня хотелось бы вам пожелать, дорогие друзья, не бояться просить помощи, если она вам нужна. Особенно, если вы знаете, что есть человек, который вам не откажет и поможет. Ну, и самое главное, как мы сегодня выяснили, что если такого человека нет, его всегда можно найти. Только нужно посмотреть по сторонам. Множество проектов, которые готовы вас поддержать, протянуть руку помощи и стать опорой для того, чтобы совершить шаг в будущее. Всем хорошего дня и встретимся обязательно завтра.